Как добиться успеха, один из первых долларовых миллиардеров Пол Гетти, кажется, сформулировал простую, самую правильную формулу: вставай раньше, работай больше, качай нефть. Что может быть проще и надежнее? Этому девизу весь мир следовал неукоснительно, и никаких сбоев, если не считать отдельные колебания на рынке. Нефтяная качалка как символ успеха и процветания. Что будет дальше, когда роль и значение нефти как главного топлива будет снижаться? Время это уже не за горами, говорят эксперты. На нефтяном саммите цифры привел заместитель министра энергетики Павел Сорокин. Сейчас доля нефти и газа более 50%, а вместе с углем около 80%. К 2040 году этот сектор традиционных источников энергии упадет минимум на 5%. Эта тенденция будет только усиливаться, особенно в отношении нефти. Что делать богатой нефтью и газом России? Тем более с учетом последних трендов, связанных с введением так называемого углеродного налога в странах ЕС. Мозговой штурм на актуальные темы провели в Альметьевске. Татарстан для такого рода разговоров площадка идеальная. В республике несколько последних десятилетий активно занимаются вопросами эффективной добычи нефти, в том числе тяжелой, сверхвязкой и битумной. Наибольших результатов Татнефти и Татарстан достигли в последние 10 лет, и в ходе дискуссии Рустам Минниханов вспомнил, что осваивать такие месторождения татарстанские нефтяники были вынуждены собственными силами из-за отказа зарубежных компаний предоставлять технологии. Это в очередной раз подвигло республику на новые свершения, и сегодня Татнефть один из лидеров в стране по числу поданных патентов. Генеральный директор компании Наиль Маганов информацию подтвердил и дополнил. Мы уже второй год лучшие в Российской Федерации по патентам. И это не патенты, которые мы написали и закинули на пол. Это реальные работающие патенты. Мы обогнали Росатом, Росэнерго. Все гораздо больше нас по объему компании Ростех. В этот научно-изыскательский процесс вовлечены не только все подразделения и службы самой Татнефти, к нему подключились и все другие партнеры компании. Лишь некоторую часть новых разработок и проектов показали Рустаму Минниханову и гостям саммита на специально организованной выставке. И показательно, что львиная часть проектов связана не с тем, как добыть больше нефти, а с тем, как сделать этот процесс эффективнее, снизить воздействие на окружающую среду, уменьшить выбросы и так далее. Экологическая повестка сейчас не просто модная тема, для практически всех компаний татарстанского ТЭК она приоритетная. Особенность Татнефти в том, что компания вовлекает в этот процесс много молодежи, самое юное поколение. Осиный чем хорошо, это углеродное оглашение 2 раза больше, чем сосна. И это очень правильно и мудро. Примечательно, что Татарстанский нефтяной саммит, который когда-то проводился как совещание с участием малых нефтяных компаний, качественно преобразился. Теперь это уже ведущая российская и даже мировая площадка для обсуждения актуальных вопросов в области ТЭК. В рамках саммита проходит международный нефтегазовый и молодежный форум, и здесь поднимаются важные вопросы. Какой будет жизнь в Татарстане и в России после нефти, вернее после легкой нефти? Требования Запада к снижению углеродного следа к компаниям – это политика или объективная реальность? Не ищите однозначных ответов на сложные вопросы, говорили более опытные коллеги ребятам. Есть ли здесь элемент конкурентной борьбы, вне всяких сомнений, говорит наш аксакал в нефтяных делах Ренат Муслимов. Это война, СМИ, пиар-война. Значит, вот зеленая энергетика, хотя она дорогая, где-то она пойдет. Конечно, ничего делать. У них нет комфортных таких преимуществ как в виде нефти и газа, да. Вот. Поэтому им приходится это делать. Какую позицию в этой связи занять России? Только не позицию обиженной стороны. Необходимо воспринимать ситуацию как данность, объективно складывающуюся реальность, говорит Павел Сорокин. Все факторы имеют место быть, но это комбинация. Здесь, мне кажется, неправильно пытаться либо теории заговора искать, либо, соответственно, какое-то одно объяснение этому. Мы должны трезво оценивать ситуацию. Нефть и газ были и еще долго будут нашими конкурентными преимуществами, говорили эксперты. Как этими преимуществами грамотно воспользоваться? Ответы не только в виде рекомендаций, а в виде конкретных практик звучали на форуме. За несколько дней до проведения саммита Татнефть совместно с венгерскими партнерами дала старт строительству установки по производству резиномодифицированного битума. Классический проект в области так называемой циркулярной экономики, рассказывает нам Ильшат Салахов, генеральный директор ТАНЭКа. На площадке нефтеперерабатывающего комплекса он далеко не первый и не последний. Компании уже давно отказались в принципе от использования слова «отходы», заменив его понятием «продукция». Продукцией для производства инновационного битума станут
использованные шины. Есть путь сжигания отходов, мы понимаем, что это выбросы СО2, да, и эта проблема сжигания, да, не решается. И, соответственно, нам нужно из так называемых отходов переквалифицировать их в сырье для производства дальнейшей востребованной продукции. Эффективность, эффективность и еще раз эффективность. Вот новая формула успеха компании ТЭК в новых экономических реалиях. Не просто снижать выбросы СО2, а параллельно заниматься энерго- и ресурсосбережением, внедрять элементы ответственного потребления. Когда все работает в комплексе, тогда достигается нужный результат, делился своим опытом Наиль Маганов. В принципе, нет ничего невозможного. Кто бы мог подумать еще 10 лет назад, что наступит время, когда большую часть всей добываемой нефти мы будем перерабатывать на заводах внутри республики. А этот исторический момент уже близок, обнадежил всех Рустам Минниханов. Практически в ближайшем будущем у нас, может быть, и вообще для продажи нефти не будет, мы ее полностью будем перерабатывать. В такой парадигме нефтяная отрасль никогда не станет умирающей, да, ее доля в Татарстане и в России будет постепенно снижаться, а в республике где-то уже с 2010 года нефтехимия и нефтепереработка занимает более солидный вес в экономике по сравнению с нефтяным сектором. В таком же направлении движется и российский ТЭК, разве что более медленными темпами. Чтобы было понятно, в 2019 году российский бюджет получил от продажи нефти и газа 39% всех доходов, в 2015 – 43%. В 2020 из-за локдауна и падения спроса на нефть эта доля сократилась до 28%. Однако, на мой взгляд, дело даже не только и не столько в этих процентах. Российский и наш татарстанский ТЭК стали качественно другими, так что нефть все еще черное золото, и мы должны дорожить этим богатством. На традиционные направления никто не забывает, потому что это все равно существенная часть доходов бюджета, и самое главное, это очень большой источник инвестиций и рабочих мест. Тимур Бекмурзин и Андрей Мохов. 7 дней.